Ассаляму алейкум, урметли джилер. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио Куреш, рубрика «Обзор прессы» и я, Асретли Лейла. Климкин. Украина изучает вопрос выхода из СНГ, сообщается на сайте «Украинская правда». Украина изучает возможность выхода из состава Содружества независимых государств. Об этом в эфире телеканала 112 «Украина» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Передают украинские новости. Мы изучаем вопрос выхода из СНГ. У нас есть несколько десятков соглашений, которые касаются, например, взаимного признания дипломов, выплат пенсий. И сейчас мы завершаем работу, которая позволит нам урегулировать эти соглашения, отметил он. Министр также подчеркнул, что является сторонником выхода из СНГ. Соглашение о создании Содружества независимых государств было подписано лидерами Украины, Белоруссии и России в 1991 году. Сейчас в СНГ также входят Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Россия проводит милитаризацию Крыма. Министр обороны Британии. Сообщается на сайте Крым Реалии. Министр обороны Великобритании Майк Феллон в эфире телеканала BBC обвинил Россию в агрессивности и милитаризации Крыма. Россия играла мускулами на Черном море, военизировала Крым. Мы видели, какое давление было оказано на страны Балтии, отметил британский министр. Также он выразил недовольство российской политикой по сирийскому вопросу и выступил за создание бесполетных зон в Сирии. По его словам, пока это невозможно, потому что нет гарантий, что Россия не нанесет удары по нашим самолетам в воздухе. Союз журналистов Российской Федерации обратился в ФСБ за разъяснениями по поводу ареста Сущенко. Гордон.ком. Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов направил письмо директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с просьбой предоставить подробные разъяснения относительно ареста в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко. В Союзе журналистов России чрезвычайно обеспокоены задержанием в Москве сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Об этом идет речь в письме пресс-секретаря Союза журналистов России Надежды Ашгихиной, направленном в Национальный союз журналистов Украины, передает «Детектор Медиа». По ее словам, глава Союза журналистов России Всеволод Богданов направил письмо директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с просьбой предоставить подробные разъяснения относительно ареста в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко. Совет от Иль-Миага не участвовать в мероприятиях оккупационной власти, сообщается на сайте Куреш-Инфо. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров советует не принимать участие на мероприятиях, которые организовывает оккупационная власть. В оккупированном Россией Крыму, в село Вилино Бахчисарайского района в День села крымско-татарскому танцевальному коллективу запретили танцевать в футболках с изображением на них крымско-татарского герба тамги. Об этом Ильми Умеров сообщил на своей странице в Facebook. Сегодня в село Вилино Бахчисарайского района проводился День села. В концертной программе принимал участие местный крымско-татарский детский танцевальный коллектив «Мирджан». Директор сельского дома культуры категорически запретила детям танцевать в футболках с крымско-татарским гербом. Танцевали в футболках, одетых наизнанку. Крымских татар, кроме родителей танцевавших детей, в зале не было, а руководитель коллектива, растерявшись, не знала, как поступить. На будущее совет вообще не участвовать в мероприятиях оккупационной власти, а в данном случае надо было отказаться от выступления и уйти с мероприятия, сказал Ильми Умеров. Больше новостей на сайте Куреш-Инфо. Это была рубрика «Обзор прессы» и я, Асретли Лейла. Данная программа выходит при поддержке Международного фонда Відродження. Оставайтесь с нами.